воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Ночь в молитвах в ожидании благодатного огня. Великий пост вознаграждается щедрым угощением. Ой, это светлый праздник. Счастье исполняет душу. Православный мир отмечает один из главных праздников – Великое Христово воскресенье. Земледелие с риском не получить урожай. Само растение, внутри уже ничего нету, все сгнило. Ущерб от гибели озимых оценивается в миллиарды рублей. Кто возместит убытки, в республике готовится объявить режим чрезвычайной ситуации. Нестабильный рынок недвижимости, спрос падает, цены растут, застройщики прогнозируют скачок на 20%. Эксперты уверяют, лодку раскачивают намеренно. Слухи эти муссируются прежде всего застройщиками и банками, потому что им выгоднее, да, что вторичка дорожает, соответственно, клиент купит. Время покупать или продавать квартиры. В Королевском лондонском театре, в итальянском Ла Скала, а теперь Аттила в Уфе. Самое сложное – это нужно было организовать их и рассказать, что должен прочувствовать человек. Режиссерский дебют обладателя Грэмми, овации зрителей, восторг у критиков. Дождь со снегом и сильный ветер, порывы до 25 градусов. В республике сегодня объявлено штормовое предупреждение. Так, в Ишимбайском районе частично повреждена кровля Петровской сельской больницы. Поврежденный участок накрыт полиэтиленом, никто не пострадал. Синоптики прогнозируют и понижение температуры до -3, при прояснениях до -7 градусов. В Башкирию можете не приезжать, тут тоже пошел снег, мы все в шоке. А на улице +6. Снег сегодня выпал в Нефтекамске, Бирске, Туймазах. Из-за сильного ветра горожане отменили прогулки на улице с детьми. А вот заядлые дачники вынуждены включить обогреватели в теплицах, ведь многие садоводы уже успели высадить в грунт рассаду. Заморозки на почве еще повторятся. По данным Башгидромедцентра, погода наладится лишь к середине недели. Ну и к другим темам. Сегодня весь православный мир отмечает один из самых главных праздников – Великое Христово воскресенье. В величественных соборах и скромных церквях тысячи людей провели минувшую ночь на службе. Праздничный день предваряла Страстная неделя, самая строгая в период Великого Поста. Длительный отказ от еды, как покаяние за грехи, в Пасху вознаграждается щедрым угощением. Вечные атрибуты, пасхальный кулич и разноцветные яйца сегодня на многих столах. В своем поздравлении Ради Хабиров пожелал верующим республики мира, добра и благополучия в каждый дом. Наш корреспондент Динара Таймасханова этой ночью тоже не спала. Несмотря на то, что время ближе к полуночи, тысячи верующих собрались на праздничную службу. Православные пришли семьями, чтобы помолиться и вместе встретить воскресение Христа. Те, кто не смогли попасть внутрь храма, заполонили площадь перед главным кафедральным собором республики. Все говорят, что Бога нет, вроде говорят, тут, но я всегда молюсь Боженьку, всегда в Боженьку верю. Всегда верю, верю, верю. Недавно сказали, если человек не согрешит, значит ему не за что покаяться. То есть должно быть покаяние все равно при любом, как говорится, жизненном случае у каждого человека есть за что. Верующие стараются получить частицу благодатного огня, поэтому отблеск свечей повсюду. Считается, что обжечься пламенем невозможно, а скорее почувствовать его чудодейственное тепло. В пасхальную ночь принято загадывать желания. Самые маленькие, которым вроде давно пора спать, в эту ночь терпеливо стоят наряду со взрослыми, чтобы произнести, казалось бы, самые простые, но при этом самые важные для каждого пожелания. О здоровье просить, чтобы все родные были здоровые. И потом, чтобы все люди на свете были счастливы. Великий пост предваряла Страстная неделя, самая строгая в приеме пищи. Подготовка к разговлению начинается в последний день перед Пасхой. Верующие пекут куличи и красят яйца. Эти продукты – главные атрибуты праздника. Кулич – символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Окрашенные яйца, раньше они были только красные, воплощают мир, обогренный кровью Христа. Трапеза после поста может начаться даже ночью по церковным канонам. Правда, только после освящения пищи. Что такое Пасха?
Воскресенье – это же не только крашение яиц и освящение куличей, это еще сопереживание главному событию нашей веры – воскресение Христа. Для чего Христос воскрес? Каждый верующий человек, наверное, вообще каждый должен человек в эти дни задуматься о смысле этого события. Для каждого из нас это очень важно. Древнейший праздник символизирует победу жизни над смертью, простить обиды и помочь нуждающимся под звуки колоколов. Тысячи верующих не сдерживают теплых чувств. Ой, это светлый праздник. Счастье переполняет душу. Ощущения светлые. Мысли тоже светлые. Светлые, добрые. В руках крест и иконы. Шествие вокруг храма – вера в силу общей молитвы. После крестного хода и начинается пасхальная служба. Вместе со священнослужителем православные идут навстречу благой вести о воскрешении Христа. Светлое Христово воскресенье – самый чистый и радостный праздник христианского календаря. В этот день тысячи верующих отдают дань памяти жертве Иисуса Христа, Его смерти и чудесному воскресению. Ему предшествовал 40-дневный пост, во время которого важно было очиститься не сколько физически, а сколько духовно. Поэтому во время праздника и после него не принято грустить и портить родным и друзьям настроение. Для тех, кто не смог присутствовать на торжественной службе, телеканал БСТ вел прямую трансляцию из собора Рождества Пресвятой Богородицы. Христово воскресенье праздник давно вышел за рамки христианского. Люди вне зависимости от религии, национальности собираются семьями, чтобы сказать друг другу самые важные слова и пожелания, которые в священный праздник обязательно сбудутся. Динара Таймасханова, Артур Елаев. Итоги недели. Слушать людей и ставить планку выше – такие задачи ставят перед собой власти республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Можно подумать, что взобрался на трон, но в реальности плотно сидишь в основном на проблемах ЖКХ. Именно так описал судьбу руководителя субъекта России Ради Хабиров, примерив на себя железное кресло, сваренное из труб на форуме «Управдом», который отныне станет в республике ежегодным. ЖКХ – это целая наука, и в ней нет мелочей, отметил Ради Хабиров. По его инициативе в регионе уже запущены проекты по ремонту подъездов, дворов, освещению улиц. Деньги будут, главное при их распределении соблюдать баланс интересов между властью и населением, подчеркнул руководитель республики. Люди ведь все тоже разные. Вот когда вы, наверное, делаете какой-либо дворик, значит, молодежь говорит, дайте нам, нарежьте парковку. Бабушки говорят, ни в коем случае парковка не надо, сделайте нам здесь палисадник. А мамы с детьми говорят, не нужно нам этих палисадников, но нам нужна детскую площадку. И здесь очень важно найти баланс интересов. А вот наводить порядок начнут с озеленения. 1,5 миллиона саженцев и крупномеров высадили накануне в городах и районах республики. В акции «Зеленая Башкирия» принял участие Ради Хабиров во время своей рабочей поездки по Училинскому району. Руководитель региона пообщался с жителями многоквартирных домов и незапланированно посетил проблемные социальные объекты. Рабочие выходные не по маршруту, в репортаже Азата Садреева. По желтой линии идут, которые могут потерпеть, то есть где-то в течение 30 часов у них есть время, когда мы можем оказать помощь. И плановые больные, которые идут по зеленой линии. К новшеству в городской больнице училинцы привыкли довольно быстро. Встречали похожую логистику в бережливой поликлинике. До введения триаж-системы найти нужный кабинет было проблематично, говорят сотрудники. Вот эта хаотичность создавала нам то, что люди долго ждали очередей. Мы вот это все хорошо изучили, затем изучили опыт мировых больниц, изучили опыт Москвы, изучили опыт Волгограда, Белгорода и привели к тому, что нам пора вводить эту триаж-систему. После этого очереди в коридорах пропали, сократились и сроки ожидания результатов исследований. Для этого на закупку современного лабораторного оборудования в прошлом году направили около 6 миллионов рублей. Сейчас вот мамочка, если с ребенком вот придет, анализы через сколько она? В день. Ради Хабиров посетил Училинскую городскую больницу внепланово. Несмотря на достижения, проблемы в учреждении есть. Для качественного оказания медицинской помощи требуется современный томограф и маммограф. Не хватает узких специалистов, в частности хирургов и урологов. Привлекать врачей планируют выделением бесплатного жилья, а вот недостатков в каретах скорой помощи уже нет. Автопарк пополнили 8 спецмашин. Хотел вас поблагодарить. У вас одна из самых тяжелых работ. В следующем году начнем, у нас 2 вертолета впереди, тоже будет, имейте в виду. То есть, На площадку нужно вертолет. Да, я знаю, мы в этом году должны 8 площадок сделать, сделаем. Это
А в следующем году уже начнут поступать вертолеты. Свыше 500 миллионов рублей выделят на строительство нового корпуса хирургического отделения. Здание 1967 года постройки уже не вмещает всех пациентов. Кабинеты не рассчитаны на громоздкое современное диагностическое оборудование. Это хирургическое здание будет находиться вот в этом поле, где стоит сейчас автомобиль. Вот этот переход будет переход вот в это здание. Получается, новое здание будет из здания 1967 года. Освещение здесь энергосберегающее, нет? Да. Ящики новые у вас, да? Да. И у вас здесь, соответственно, замок, да? Конечно, конечно. Ради Хабиров осмотрел и один из самых красивых подъездов города. Жильцы украсили стены персонажами детских сказок и портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Руководитель региона оценил творческий подход учелинцев. До конца года в городе отремонтируют еще 77 подъездов. Деревня Мулдакаева – один из самых отдаленных от райцентра населенных пунктов. Местные десятилетиями ждут, когда до них дойдут газ и асфальтированные дороги. А в местной школе не хватает спортивного инвентаря. Вот күрәш юк шул, потому что маттар да юк. Шами Урал гына. Матны таба алырмын сізге. Бармы тренер, юк? Үзе тренировать етеді, мен оқып. Давай, мен мат берем, сіз тренер. Былар, Алла берем. Была. В Башкортостане стартовала акция «Зеленая Башкирия». За один день по всему региону высадили 1,5 миллиона саженцев и крупномеров. Свой вклад внес и Ради Хабиров. Компанию ему составили волонтеры, студенты и местные жители. Сейчас сажаются деревья в лесах, в лесной зоне. Но у нас сегодня еще, что очень важно, в городах проходит посадка тоже аллей. Крупномеров. Мы договорились, сажаем крупномер. Вот представьте, в Уфе сегодня появился маленький лес. 2300 крупномеров. Точно так же во многих других городах. Потому что здесь-то мы сажаем, здесь-то есть, у нас города стали лысыми. И вот надо в городах сажать. В акции «Зеленая Башкирия», которая состоялась в Ультибановском лесхозе, приняли участие более 300 местных жителей. Общими усилиями они высадили 13 тысяч саженцев. Естественно, что после такого коллективного труда разыгрывается аппетит. Подкрепиться можно было здесь же вкусной кашей из полевой кухни. Спасибо. Акцию поддержала вся республика. Сотни тысяч жителей вышли на улицы с девизом «Посади дерево, подари жизнь». Всего же в ближайший месяц в Башкортостане планируют высадить порядка 30 миллионов саженцев и крупномеров сосны, ели, березы и других основных пород башкирского леса на площади свыше 7 тысяч гектаров, чтобы города и районы республики вновь стали зелеными. Азат Садреев, Артур Ханов, Тимур Юнусов, Виктор Меренков и Антон Барков. Итоги недели. На рынке недвижимости складывается неоднозначная ситуация. В связи с изменением правил игры для застройщиков в ближайшие месяцы девелоперы прогнозируют резкий скачок цен на дома и квартиры. Тем самым подталкивают к сделке здесь и сейчас. А вот риэлторы считают, ситуация раскачивается искусственно, и на это и есть причины. Какие именно и стоит ли спешить с покупкой, выяснял наш экономический обозреватель Равиль Ватолин. Мебель от итальянских дизайнеров, полы из оникса, розетки и выключатели, отделанные натуральным камнем. За 330 квадратов в центре Уфы и богатую начинку собственники просят всего 65 миллионов рублей. Предложений, подобным этому, на сайтах объявлений множество. Большинство застройщиков вместо стандартных малометражек теперь переключаются на апартаменты. Найти квартиру с высокими потолками, витражными окнами можно во многих районах города. Новый комплекс в скором времени появится и на месте кондитерской фабрики. Строители хотят возвести здесь целый апарт-квартал. Растет количество предложений, а вместе с тем и цены. Девелоперы констатируют, они подскочат за год не менее чем на 15%. Себестоимость строительства, она, безусловно, влияет на ценовую политику застройщиков. И если это действительно увеличение ГСМ, НДС, стройматериалы увеличиваются в цене, но, естественно, и застройщики тоже поднимают цены. Мы прогнозируем 12-15% удорожания в этом году. Цены на жилье в Уфе с середины прошлого года выросли в среднем на 10%. Самые доступные предложения в северной части. За стандартную двушку в Черниковке и Норсе просят не меньше 2,5 миллионов рублей. Аналогичная стоимость и в Затоне. А вот чтобы обзавестись квартирой в Зеленой Роще, придется выложить не меньше 3,5 миллионов. В центре собственники более требовательные. За 50 квадратов просят не меньше 4,5 миллионов рублей. При этом с ростом цен увеличился и срок продажи. Эксперты констатируют, что время острого спроса ушло.
Сегодня покупатель стал более грамотный, уже более взвешенно подходит. Может быть, это все-таки связано от того, что у нас снизились доходы у населения, просто так сбережений у людей не так мало, чтобы бежать и покупать по первому зову. Поэтому говорить, что вот объявили, сейчас цены вырастут, люди побежали, нет, такого нет. Наоборот, я бы хотела отметить, что по регистрации количество ипотеки вот за первый квартал, оно наоборот снижалось. Сделок ипотечных сдавали меньше. Посмотрим, что будет во втором полугодии. Нестабильность на рынке недвижимости аналитики связывают с законодательными изменениями. С лета прошлого года застройщикам запретили использовать деньги дольщиков. Однако ограничения ввели только на новые объекты. Чтобы работать по старинке, девелоперы в спешном порядке нахватали участков, забив на них колышки. Но получилось, обманули только самих себя. С 1 июля в России изменится схема долевого строительства. Застройщики больше не смогут использовать деньги дольщиков. Все свои объекты они должны будут заканчивать на кредитные деньги. Вот именно этот переход и может существенно повлиять на цены квадратного метра, уверены многие игроки рынка. Однако правительство решило смягчить переход и сохранить старые правила для тех объектов, которые готовы минимум на 30%. О сохранении возможности привлечения денег дольщиков на неделе объявил Дмитрий Медведев. Чтобы успеть воспользоваться спецрежимом, у застройщиков есть всего 2 месяца. За это время они должны поднять стены новых домов минимум на треть. Именно этот стимул, уверены аналитики, и породил множество сообщений в СМИ о серьезном подорожании жилья в ближайшее время. Слухи эти муссируются прежде всего застройщиками и банками, потому что им выгоднее, да, что вторичка дорожает, соответственно, клиент купит более дорогую квартиру в новостройке, возьмет больше кредит. На самом деле, по нашим данным, если взять объективно абсолютно весь рынок, это 6-7% где-то с сентября до вот текущего момента. Но это не 20% и не 15%. Взлета цен на жилье в этом году ждать не стоит. В этом уверены многие эксперты. Существенный рост резко отпугнет покупателей от новых квартир, переключив спрос на вторичку. А такого сценария застройщики не допустят. Так что если жилищный вопрос стоит не остро, не нужно кардинально менять планы и откладывать, скажем, намеченное путешествие. А уж если вы надеетесь выгодно вложить деньги в недвижимость, чтобы заработать в будущем, аналитики констатируют, время упущено. Теперь метры дорожают не так существенно, как плата за коммуналку и налоги. Равиль Ватолин, Артур Ханов и Артур Елаев. Итоги недели. Уфа. Ну и в продолжении темы квартирного вопроса в Уфе мужчина продал единственное жилье за 7,5 миллионов, чтобы поиграть на валютной бирже. Неудачно. Теперь ему грозит выселение. Кроме того, он должен крупную сумму денег некому инвестору. В процессе поисков несостоявшемуся миллионеру удалось найти еще таких же игроков, спустивших через ту же фирму целое состояние. Артур Шамсудинов с подробностями. Презентабельный внешний вид, строгий деловой офис и таблицы с графиками и цифрами. Кажется, здесь так и веет успехом. Впрочем, сегодня что-то пошло не по их плану, когда на пороге появились эти люди. Кто у меня слил деньги, когда я вложил машину, потом ты мне положил на счет, ты меня уговорил. Николай Малафей уверяет, он лишился почти 2 миллионов рублей благодаря этому мужчине в костюме. По словам пенсионера, Архан Алиев был идейным вдохновителем, убедившим его вложить все свои деньги в торговлю на бирже. Они сами открыли счета и сами все оставили, все свои деньги. Они просто ищут форточки, то есть, чтобы кого-то обвинить. Я консультировал их, просто консультацию проводил. Какая консультация? Вот расскажите, в чем заключалась ваша консультация? Муслим Байназаров – инвалид, безработный, поэтому, когда из некой фирмы позвонили и рассказали о якобы выигранных $100, не задумываясь, пришел за деньгами. В конторе объяснили, потратить их можно только на виртуальной бирже. Тут же предложили бесплатные уроки, как правильно торговать. Слово за слово, и сотрудники смогли убедить мужчину в качестве стартового депозита продать квартиру за 7,5 миллионов. Взять в долг еще 4,5 миллиона рублей у некого инвестора, чтобы пустить все в оборот. Я их в руках-то подержал, не держал, а забрал их Алиев Архан и с моей карты положил на карту и начал торговлю. Мне идти некуда, потому что это единственное мое жилье, так у меня 2 детей. Как бы получается, что все мы останемся на улице. И таких людей десятки. Всех привлекло желание сказочно разбогатеть. Многие были настолько уверены в успехе, что не стали говорить родственникам о намерениях продать недвижимость или взять кредит. Офис, в котором так радушно принимали клиентов и заключали большинство сделок, теперь закрыт. Оборудование вывезено, помещение сдается в аренду, впрочем, ничего удивительного. После того, как набирается достаточное количество проигравших, такие компании, как правило, закрываются. Многие сотрудники теперь работают в других компаниях, правда, в той же сфере. Прежде чем связываться с подобными организациями, эксперты советуют внимательно изучить не только отзывы, но и посмотреть данные на сайте Центробанка и налоговой службы. Поинтересуйтесь, есть ли место у данной
организации именно с этим наименованием, именно с этим юграюлом на валютной площадке, валютной бирже. Является ли эта биржа официальная? Если она электронная, то в каком реестре она находится? А вот привлечь к ответственности сотрудников таких компаний крайне трудно. Ведь фактически люди сами несли деньги и подписывали договоры добровольно. Сейчас неудачливые игроки ищут и других проигравших, чтобы написать коллективное обращение в правоохранительные органы. Артур Шамсудинов, Дан Хамитов и Азат Узбеков. Итоги недели. Ущерб от гибели озимых в республике оценивается в несколько миллиардов рублей. В некоторых районах морозы уничтожили до 40% всходов. Министерство сельского хозяйства республики готовится объявить на территории региона режим чрезвычайной ситуации, чтобы хоть как-то возместить убытки хлеборобам. Правда, пока у растениеводов другие заботы, началась посевная. Все подробности у Руслана Батыргареева. Само растение, внутри уже ничего нету, все сгнило. С этого растения уже ничего не будет. Минусовая температура не оставила шансов этим росткам, не укрыл их от холода и снег. Ведь в марте на большинстве полей хозяйства его уже не было. Результат – уничтоженные 3000 гектаров озимой пшеницы. Думаю, что причина в весенних заморозках, погодных условий. Только из-за этого. Остальное все нормально было. Посевы вовремя посеяно было. До 10 сентября мы все это успели. В этом хозяйстве Аургазинского района пострадало примерно 20% озимых. Теперь аграриям придется заново обрабатывать эти территории и засеивать их яровыми культурами. Опять затраты на горюче-смазочные материалы, семена и удобрения. Такой весны с продолжительными заморозками не было лет 20, говорят аургазинские аграрии. Температура воздуха в районе на прошлой неделе доходила до минус 14 градусов. Это и стало губительным для озимых культур, считают растениеводы. Основные причины гибели всходов на территории нашего региона сейчас изучаются в Россельхозцентре. По словам специалистов ведомства, не только весенний мороз пагубно повлиял на состояние озимых культур. Вторая причина – это выпревание. Третья же – поражение комплексными заболеваниями. Например, во многих обследованных полях обнаружены склеротений, снежная плесень и тифулез. В перечень территорий с неблагоприятной ситуацией по озимы могут войти Чешминский, Благоварский, Аургазинский, Кармаскалинский и еще ряд районов, где пострадало более 17% площадей. А вот в Бакалинском и Шаранском обстановка еще сложнее. Там уничтожена почти половина всходов. В настоящее время ситуацию изучают эксперты. По итогам мониторинга будет ясно, введут или нет режим чрезвычайного положения на территории Башкортостана. На сегодняшний день по документам мы фиксируем 42 района, 137 тысяч гектар. И пока прямые расходы 916 миллионов. Это то, что было потрачено на посев этих озимых культур. Документы находятся на юридической экспертизе. В случае подтверждения всех необходимых документов будет подписан указ. Тем временем в Башкортостане активно продолжается посевная кампания. На поля вышли аграрии 43 районов республики. Сейчас 10, опять. Вот сейчас, да, ровно 10. Поверхность почвы прогрелась до 10 градусов. Достаточно, чтобы вести сев яровых культур. Эти площади будут заняты пшеницей. Параллельно на чешминских полях аграрии сеют подсолнечник и сахарную свеклу. Сев яровых культур мы начали при температуре почвы на глубине 10 сантиметров 6 градусов. Это по агротехническим требованиям уже нормальные условия для начала сева. Сегодня она составляет 8 градусов. Температура почвы и наличие влаги – это лишь один из факторов, влияющих на будущий урожай. Немаловажным является качество семян. Проверить их на всхожесть аграрии Башкортостана могут в испытательном центре Россельхознадзора. Сюда приходят те, кто хочет снизить риски в земледелии. У семян, которые привозят из других регионов, бывают проблемы со всхожестью. То есть если по ГОСТу нормируется 98% схожесть, а там бывает 95-94% схожесть. Уже на этом этапе видно, что хозяйство, посеяв эти семена, в результате получит там на 5-6% меньше урожая. В этом году по сравнению с прошлым аграрии Башкортостана вышли на поля на 2 недели раньше. К сегодняшнему дню яровыми культурами засеяно более 214 тысяч гектаров площадей. Всего же планируется охватить территорию почти в 2 миллиона гектаров. Однако эти цифры могут измениться в связи с гибелью озимых культур и необходимостью пересева. Руслан Батыргареев, Азат Петров, Артур Елаев и Азат Тузбеков. Итоги недели.
Овации зрителей, восторг у критиков. Час назад в Театре оперы и балета завершился спектакль «Аттила», который с аншлагом идет в Уфе уже второй день подряд. Постановка стала режиссерским дебютом Ильдара Абдразакова. Лауреат премии Грэмми и народный артист Башкортостана накануне сам вышел на сцену и исполнил главную партию в опере. Как готовились к премьере и что получилось в итоге, расскажет Азат Самирханов. Это платье в традиции Аттила, потому что это платье мы используем в сцене пира. Дефиле костюмов перед спектаклем не проводили ни в одном театре мира. 400 нарядов вручную расписывали золотом в швейных цехах оперного. Шкуры животных, повседневные, парадная одежда античной эпохи. Внимание к деталям при подготовке к премьере было самым пристальным. Декорации и реквизиты подбирались под каждого персонажа. Мечи, пальмовые ветви, канат, которым в конце связывают Аттилу, римские клинки, кубки. Все это антураж для новой оперы. А вот это вот большой стальной кинжал, которым Адабелла убивает Аттилу. Оперу Джузеппе Верди ставили в Нью-Йорке и Париже, Королевском лондонском театре, итальянском Ла Скала. Ильдар Абдразаков подарил зрителям новую версию всемирно известной постановки. Спектакль очень зрелищный, а атмосфера на сцене воссоздает быт и нравы гуннов, которые вторглись в Италию в начале V века. Этот сезон Ильдар Абдразаков открывал в Монте-Карло, где исполнил главную партию в опере «Аттила». В Уфе же дебютировал в роли режиссера. Театральные критики предвкушали это событие. Поклонники знаменитого баса ждали премьеры с волнением. И лишь близкие верили в безоговорочный успех новой постановки. Огромная честь для нашей семьи, поскольку эту постановку мы посвятили нашему любимому папе Амиру Абдразакову. Также здесь присутствует наша любимая мама. И Ильдар, мой любимый брат, он выступит в двух ипостасях, скажем так, в двух лицах. В зрительном зале звезды федерального телеэфира, меценаты, весь свет уфимского бомонда и просто любители театрального искусства. Овации сопровождали завершение каждого акта, а после спектакля даже звезды оперной сцены не скрывали эмоций. Безумно красивые костюмы, безумно красивые декорации. Я думаю, Ильдар постарался на славу, и мы все очень были рады поддержать его и прийти сюда и просто мы получили огромное удовольствие, все друзья, и это всегда очень приятно. Искренние эмоции у зрителей, удовлетворение у артистов. Премьера удалась, в унисон говорили те, кто побывал на этом событии. А в гримерке режиссер оперы Ильдар Абдразаков рассказал итогом недели, что было самым сложным при подготовке к постановке. Самое сложное, это нужно было организовать всех и рассказать, что должен прочувствовать человек, певец, который выходит на сцену, и как ему это донести, потому что мы все разные, и чувства у нас разные. Поэтому я пытался дать больше, чтобы певец, уже выходя на сцену, у него было представление, что он делает на сцене. На сегодняшний спектакль билетов было не достать. Интерес к премьере настолько велик, что зрители готовы слушать Аттилу, сидя на стульях и даже стоя наблюдать за действом. В Театре оперы и балета предвидели ажиотаж и в афише на май запланировали еще 2 спектакля. Состав актеров здесь будет уже другой, но не менее именитый, говорят постановщики. На сцену перед уфимской публикой выйдут солисты ведущих театров страны и мира. Азат Самирханов, Булат Садриев, Александра Воронова. Итоги недели. Каждый башкир должен стремиться быть похожим на Радия Хабирова. Такой тезис был озвучен сегодня в ходе молодежного форума в преддверии 5-го съезда Всемирного Курултая. Конференция собрала почти 150 участников со всей республики и других регионов страны. Они представляли свои проекты по сохранению башкирского языка и культуры, развитию образования, а также развитию предпринимательства. На отдельной площадке к форуму по телемосту присоединились представители Москвы и Челябинска. По итогам работы были избраны члены молодежного совета и делегаты для участия в 5-м съезде Всемирного Курултая башкир. Чем еще запомнится уходящая неделя? Далее новости короткой строкой. Обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Павла Ярмчука отпустят к семье 1 мая. Меру пресечения для бывшего начальника миграционного отдела МВД Уфимского района изменили на домашний арест. Одна из причин такого решения суда – проблемы со здоровьем. По предварительным данным, у экс-майора полиции нашли опухоль мозга. Диагноз подтвердили врачи. Ранее сообщалось, что за время своего заключения под стражей Ярмчук похудел на 20 килограмм.
столице республики полицейские задержали банду мошенников. 3 жителей Уфы успели перевести и обналичить несколько десятков миллионов рублей. При этом 5 из них положили в свой карман. Для обмана людей они использовали фиктивные документы. При предоставлении их в контрольные органы и вскрылась афера. В Уфе показали подход к организации школьного и детского питания. В школе номер 147 презентовали единую униформу работников и посуду с логотипом для столовых. Здесь же прошла дегустация нового меню. С 1 сентября оно станет богаче, в него войдут более 100 видов блюд, больше фруктов, свежих овощей, салатов и выпечки. Также школьное меню разнообразит продукты молочной кухни, необходимые для роста детского организма. На неделе не стало Равиля Бикбаева. Народный поэт Башкортостана скончался на 81-м году жизни. Доктор филологических наук, профессор. Он внес весомый вклад в башкирскую литературу и развитие системы образования региона, возглавляя профильный комитет в парламенте республики. Проститься с Равилем Бикбаевым в Дом Госсобрания пришли сотни людей. Поэта предали земле на мусульманском кладбище Уфы. В Нефтекамске жители города за рулем погрузчика заметили ребенка. В адрес компании-подрядчика полетели многочисленные жалобы якобы за незаконное использование детского труда. Однако ребенком оказался 20-летний Николай Танцитов. Юноша говорит, что привык к такому вниманию. В компании работодателя отмечают, что в профессионализме Николай не уступает опытным коллегам. В порту Уфа прошло торжественное открытие речной навигации. Под залпы салюта и мелодии оркестра прошел парад, в котором приняли участие грузовые и пассажирские суда. С начала недели для населения служба речных перевозок открыла 7 маршрутов. Планы флота в этом году – перевезти из республики около 1 миллиона тонн нефтепродуктов и 500 000 тонн насыпных грузов. Спортсмен из Башкортостана завоевал золото на первенстве страны по греко-римской борьбе. Фадис Валитов стал лучшим в категории до 63 килограмм. В скором времени юноша приступит к тренировкам в составе сборной России перед первенством мира, которое пройдет осенью в Будапеште. В активе Фадиса уже есть бронзовая медаль чемпионата. Чемпионки женской хоккейной лиги вернулись домой. Уфимская «Агидель» приземлилась в аэропорту столицы Башкортостана с кубком. В среду башкирская команда обыграла в 3-й раз подряд на выезде «Динамо» из Санкт-Петербурга и оформила чемпионство. Девушек встречали в аэропорту несколько десятков верных болельщиков. Они подарили каждой хоккеистке по большому букету цветов. Хорошо отметили сначала в раздевалке, по традиции, да, выпили все с кубка, сказали все на положительных эмоциях слова, как провели сезон и что достигли желаемой цели, желаемого результата. Ну, не передать словами какие-то эмоции я испытала, когда подняла кубок над своей головой, потому что мы весь сезон шли к этому, мы работали, мы старались, и мы это сделали. Чемпионство для «Агидели» стало вторым к ряду. В прошлом году «Агидель» впервые в истории завоевала золото. Всего же за 9 лет существования команды это уже 8-е медали чемпионатов страны. С победой хоккеисток поздравил Ради Хабиров. Илишевцы выиграли 2-й этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». Соревнования среди жокеев-любителей прошли на уфимском ипподроме «Акбузат». Это новый формат спортивного мероприятия. Раз в месяц представители 4 разных районов соревнуются в скачках на лошадях башкирской породы. Это не только и не сколько состязания, сколько сохранение национальных традиций, развитие, а также поддержка конного спорта. За соревнованиями следила наш корреспондент Роза Хабибулина. Фанур Низамов на Миндубае верхом идет очень хорошо, и практически нет никаких сомнений, что он одержит победу. Башкирскому скакуну по прозвищу Миндубай нет равных. Не подвел иглинцев и на соревнованиях на Уфимском ипподроме. Нельзя сбрасывать со счетов и опыт жокея. За плечами Фанура Низамова 28 лет работы в конном спорте. Легко даст фору молодым коллегам, поэтому стабильно входит в команду. Миндубай шел довольно-таки хорошо, легко, спокойно. По всей дистанции вел себя ровно. Уравновешенно. Конь готов. А за счет чего, вот как вам кажется, вот такой действительно серьезный отрыв даже от ближайшего преследователя? Ну, это просто хорошая тренировка лошади и все. Хороший надлежащий уход за лошадью. И вовремя тренировки, режим работы. Белокатайцы, напротив, решили немного обновить состав. Включили в команду даже дебютантку соревнований Ангелину Канбекову. Правда, в последний момент ей поменяли жеребца. На Саргае девушка финишировала 4-й. Только на последнем повороте обошли конкуренты. Руслан Ибрагимов на Данлы стал лучшим. Данлы, я его обучил. Вот, когда его обучил, я сразу увидел, что он может скакать. Ну, очень хороший конь.
Вот я его тренировал всю зиму, значит. Ну, результат показал неплохой. Формат соревнований на этот раз решили поменять. Жокеи, финишировавшие на первом и втором месте, также вышли на скачку на ипподромовских лошадях, которых видели впервые. Но это одна часть испытания. Приготовили и вторую, еще одну скачку. И жокей, занявший первое место, получил лошадь, которая пришла последней в предыдущем старте. Ну, для того, чтобы было все-таки это спортивное соревнование, для того, чтобы это было максимально прозрачно и понятно для всех участников этих соревнований. До окончательной скачки неизвестно, кто уже будет все-таки победителем. Поэтому вот это и спортивный принцип состязательности, он как раз и был проявлен в полном объеме. Илишевцы привезли солидный состав, в который вошел даже Айдар Галимов, но не народный артист, а двойной его тезка. Однако блеснул не он. Роберт Хафизов по сумме результатов выступлений в полуфинале и финале стал триумфатором второго этапа. Вот ноздря в ноздрю идут спортсмены, но, по-моему, все-таки под пятым номером Вазир. Вот это финиш. Вот это очень хороший финиш. Лошади хорошие попались, и погода солнечная, у скакунов как будто настроение есть соревноваться. Первый раз приехал на такие соревнования и первый раз победил. Вот мы сегодня выиграли, счастливые все. Если мы так не занимались бы, не старались бы, и даже вот все вот это БСЦ не видел бы, мы очень, вот, как что хотим сказать, без булдыравас, еще до булдырашакбас. Вся республика в буквальном смысле встрепенулась. У жокеев-любителей, выступавших в основном на сабантуях, проснулся азарт блеснуть и на столичном ипподроме. Набрала обороты и конкуренция среди районов. И каждому последующему участнику важно показать себя. Третий этап соревнований состоится уже 11 мая. Состязаться будут команды Дюртюлинского, Бурзянского, Зианчуринского и Чекмагушевского районов. Роза Хабибуллина, Ильдар Абзалилов и Владислав Минязев. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. Сразу после итогов не пропустите специальный репортаж Гузель Сиддиковой под кодовым названием «Черный пакет». Ну а мы встретимся в следующее воскресенье. Будем вместе подводить итоги недели. Счастливо!